Здравствуйте, уважаемые коллеги! Скоро лето, и мы с вами собираемся для того, чтобы обсудить, как же правильно, качественно, эффективно разработать программу организации летнего отдыха и оздоровления детей. Такую встречу с разработчиками программ летнего отдыха и оздоровления Коми-Республиканский институт развития и образования организует уже второй год. Сейчас летнему как всегда, сейчас особенно организации летнего отдыха и оздоровления детей придается очень пристальное внимание, ибо вот в соответствии с Конституцией Российской Федерации в настоящее время качественный летний отдых, детство закреплены в государственной политике Российской Федерации. И цель нашей сегодняшней встречи – это ознакомиться с требованиями к разработке программы летнего отдыха и оздоровления детей на базе организации различных видов в стационарных лагерях с учетом требований законодательства Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов, как обновленных, так и действующих, и в связи с концепцией развития дополнительного образования. Ну вот таким вот образом мы с вами будем работать сегодня где-то около часа. И я предлагаю вам затем для работы вот такой вот ограниченный список нормативно-правовых документов, на основе которых разрабатываются сейчас программы организации летнего отдыха и оздоровления детей. Мы в дальнейшем будем говорить просто программа, без такого длительного ее сопровождения. Когда вы начнете работать с этими документами, то один документ, он цепляет за собой другой документ, но все, в принципе, вот у нас завязано на двух документах. Это федеральный закон об образовании и государственный стандарт или национальный стандарт за 2018 год, который называется «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления». Эти документы четко нам показывают, в каком направлении нужно разрабатывать программу и какие должны быть разделы в программе и какое должно быть содержание программы. Программа у нас рассчитана на самые разные категории детей, на детей, которые находятся и в трудной житейской ситуации, на детей с ограниченными возможностями здоровья. Также это будут дети, которые показывают одаренные какие-то свои способности, так, дети, которые интересуются каким-то обладают какими-то узкими интересами, ну, например, в сфере спорта, так, или в сфере художественного своего развития, или у нас есть специализированные программы по патриотическому воспитанию детей. То есть программы самые-самые разные, но требования к их структуре у нас должно быть единым. И обращаем внимание на статью 31 закона об образовании, который называется «Организация, осуществляющая обучение». И давайте обратим внимание, что же написано в частях 1 и 3 этой статьи. Часть 1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся организации, осуществляющие лечение, оздоровление и отдых. То есть лагерь. Давайте перефразируем. Лагерь – это организация, которая осуществляет обучение детей. И часть 3 этой статьи говорит о том, что организации, осуществляющие отдых, осуществляют образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. И вот эти вот части этой статьи 31, они как раз и определяют те подходы, которые предъявляются к современным программам организации летнего отдыха и оздоровления. В основном структура всех старых программ, она сейчас уже, как говорится, не засчитывается, и структура должна быть существенно обновлена. Так. Давайте ознакомимся с типологией программ, потому что от того,
какой тип программы вы определите, это уже будет дальше оказывать влияние на содержание того дополнительного образования, которое вы выберете. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь у меня показаны стрелочки 3 разных цветов. Это голубые стрелки, красные и зеленые стрелки. В основу типологии программ положены 3 таких вот критерия, как направленность, продолжительность и инновационность. И вот сочетая разные признаки этих программ, мы можем получить довольно-таки разнообразный их спектр. Ну, давайте посмотрим, по синим стрелочкам пройдемся. Комплексная программа, она может быть краткосрочной и может быть модифицированной. Или комплексная программа, она может быть долгосрочной и авторской. Точно так же, если мы посмотрим, например, профильная программа, ну, например, спортивная или художественные профильные программы патриотического направления. Профильная она может быть по направленности, по продолжительности долгосрочная или краткосрочная, по инновационности она может быть модифицированная или авторская. Значит, что значит комплексная программа? Комплексная программа – это программа, которая включает в себя несколько направлений, по которым будут разрабатываться программы, будут разрабатываться соответствующие программы. Так, или же профильная программа. Ну, в таком случае это спортивная, художественная программа или программа патриотической направленности. Адаптированные программы, эти программы в основном ориентированы на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с инвалидностью. По продолжительности в основном те программы, которые мы реализуем в летний период, это, несмотря на то, что это могут быть программы трехнедельные, а может даже и больше, все равно это краткосрочные программы. Программа долгосрочная в том случае, если одно и то же направление реализуется на протяжении, например, целого года календарного или 2 лет. По степени инновационности программы могут быть модифицированными и авторскими. Авторская программа – это программа, которая разработана, что значит, с нуля, и здесь полностью базируется на каких-то инновационных находках одного педагога или целого коллектива. В основном у нас программы модифицированные, потому что берутся традиционные методические рекомендации, которые разрабатываются на федеральном, региональном уровнях, так и как раз эти рекомендации и реализуются. Конечно же, с учетом тех особенностей, которые характерны для вашего муниципалитета или для микросоциума, где располагается данная образовательная организация, где дети отдыхают и оздоравливаются. При разработке программ любого вида, типа, мы используем следующие принципы. Первый принцип, который я назову, он как раз отражает то, что летний период – это период продолжения обучения, но это, конечно, совершенно в иных формах и в иных видах деятельности, чем это происходит непосредственно в образовательной организации. Так, первый принцип гласит о том, что отдых ребенка даже в каникулярное время должен носить компетентностный характер, то есть ребенок в летний период все равно он получает какие-то новые знания, он, самое главное, приобретает опыт какой-то своей творческой деятельности и так далее. Второй принцип при разработке программ. Программы должны быть вариативными, то есть рассчитаны на различные категории обучающихся, воспитанников данного лагеря, где дети отдыхают. И про это мы с вами еще будем позже говорить. Программа должна быть антропологична, то есть ее содержание должно быть личностно значимым для ребенка и удовлетворять его потребности и интересы. И четвертый принцип – программа должна формировать ценностное представление о той практической сфере, на материале которого и строится содержание программы. Вот такие вот теоретические моменты,
такие вот теоретические положения, они и характеризуют современные подходы к разработке программ. Какова структура программы? Так, есть классические, традиционные уже разделы, будут разделы новые. Так, титульный лист, это нам понятно. Информационная карта программы или паспорт программы. Основная часть программы – это та часть, которая претерпела самые серьезные изменения. И эти изменения обусловлены вот новым национальным или государственным стандартом 2018 года «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления». Далее идет список литературы, интернет-ресурсов и приложения. Так, начнем с титульного листа. На что здесь обращается внимание? Что у титульного листа выделяют несколько полей. Самое верхнее поле – это поле, в котором указывается название учредителя образовательной организации или лагеря, или детского лагеря. Далее пишется, что это за лагерь, какой тип образовательного учреждения. Нужно сказать, что название образовательного учреждения пишется всегда полностью в соответствии с уставом этой организации. Утверждается программа директором лагеря или директором образовательной организации. Утверждение подтверждается или оригинальной подписью или печатью, или на современном этапе подтверждается, закрепляется электронной подписью. Далее указывается комплексный тип программы, какая-то программа комплексная, или эта программа будет профильная или адаптированная. И, возможно, здесь, значит, или творческое какое-то название программы, пишут «Летний калейдоскоп», «Летняя радуга», «Золотой ключик», и под это название всегда какая-то идея присутствует в программе. Так, указывается, может быть, какой-либо логотип лагерной смены, но не обязательно это выносить на титульный лист. Указывается, на какую категорию обучающихся ориентирована программа и продолжительность этой программы. Где будет располагаться данное место отдыха, или это будет городское поселение, это будет город, или это будет село, или поселок городского типа, и год утверждения. Ну, в принципе, в титульном листе никаких таких вот новшеств нет. Следующий компонент структурный – это информационная карта программы или паспорт программы, как многие пишут, это не страшно. Так, на что нужно обратить внимание? Вот, извините, вернусь сюда. В нижнем левом углу обычно указывался разработчик или разработчики программы. Но как в дальнейшем вы поймете, программу один человек разработать не может. Это целый авторский коллектив педагогов, которые работают по разным направлениям. И порой, значит, вот на титульный лист выносить весь этот список 10 педагогов, нужно перечислить фамилии, имена, отчество, должность этого педагога. Ну вот на титульный лист нецелесообразно. Поэтому вот всех разработчиков программы, их как раз вот целесообразно вписать в информационную карту программы или в паспорт программы. Значит, ошибочно некоторые пишут, что сюда вносят, кто разработал программу. Пишут работников кухни, технический персонал, дворников, охранников. Нужно сказать, что да, эти товарищи, они принимают участие в обеспечении всего летнего отдыха детей вот в каком-то лагере, или в стационарном лагере, или на базе образовательной организации. Но к разработке программы и к ее реализации они никакого отношения не имеют, поэтому вы их сюда не вписываете. Директор лагеря, он вписывает всех указанных товарищей в какой-то другой документ, а у нас сейчас речь идет о
программе, которая формирует у учащихся новые компетентности или развивает старые компетентности в летний период. Так, ну далее, по-моему, здесь все понятно. Краткая характеристика детей. В самых общих чертах, например, какой контингент смены, сколько детей здесь будет отдыхать, может быть, указать детей с ограниченными возможностями здоровья или детей в трудной жизненной ситуации, но очень-очень кратко на уровне цифр, потому что затем в программе у нас будет особый раздел, который так и называется «Участники программы». Так, краткая аннотация содержания программы. Тут уже у кого как получается, но это очень кратко, потому что у нас это все будет в дальнейшем писаться достаточно развернуто. Так, предполагаемый эффект реализации программы. Ну, тут тоже мы пишем кратко планируемый результат, но тоже, опять же, в самых общих чертах. Цель и задачи. Мы с вами остановимся отдельно на этом разделе паспорта программы, и я обращу внимание на ошибки и как их исправить. Так, кадровое обеспечение программы, наличие грамот, если уже принимала ваше участие, ваша организация или лагерь принимали участие в каких-то конкурсах, смотрах и так далее, вы сюда их размещаете и указываете, даете также ссылку на сайты, где упоминается ваша образовательная организация. Ну, то есть своего рода карта программы – это будем так говорить, то оглавление, с которым можно будет ознакомиться, прежде чем приступить к изучению содержания программы. Итак, мы с вами переходим к характеристике уже отдельных компонентов. Так, мы с вами рассмотрели первых два структурных компонента: титульный лист, информационная карта или паспорт программы. Так, и теперь переходим к характеристике основной части программы. Она здесь у меня выделена и прописана, основная часть программы, ну, просто для того, чтобы нам удобнее было контролировать наше с вами следование по методическим рекомендациям. Но в самой программе вот эта вот основная часть, ее писать не нужно. Только я здесь акцентирую ваше внимание на том, что основная часть программы, она состоит из 3 разделов целевых, а вот название этих разделов уже и нумерацию этих разделов уже можно допустить при оформлении текста программы. Как видите, компонентов здесь выделяется достаточно много. Так, причем самый большой компонент по своему содержанию, это будет пояснительная записка, мы сейчас ее откроем, и содержательный раздел, потому что именно здесь будут расположены программы различных модулей, которые вы разработаете в соответствии с направлениями. Кроме того, в содержательном разделе входят еще и воспитательные программы, программы коррекционно-развивающей работы, индивидуальные образовательные маршруты. То есть этот раздел, он такой самый объемный и содержательный, ибо вот в этом вот разделе будет полностью представлено то, что будут делать учащиеся, в какой форме. И последний организационный раздел. Здесь ничего особенного такого нет. Как мы видим, план, этапы реализации программы, вы всегда их хорошо описывали, эти этапы, система условий реализации программы и система контроля и оценивания результатов. Итак, переходим к характеристике основной части программы. Так, может быть, у кого вот есть, значит, с собой сейчас какие пищебумажные там принадлежности, да, вот вы можете немножечко так фиксировать. Итак, мы переходим к характеристике целевого раздела, римская цифра 1, и переходим к характеристике пояснительной записки. Так, вот она такая. У нас сама пояснительная записка состоит из большого количества рубрик.
Так, и начинаем, ну, даже если мы посмотрим на порядок расположения этих рубрик, то уже, наверное, кто составлял программу, кто знает, так, кто знает, что значит составить программу, тот, наверное, уже видит, что здесь мы не найдем таких старых позиций, как, например, это там режимные какие-то моменты, сетка программы, то есть план сетка реализации программы. Здесь ничего этого нет. И так начинается с актуальности. Значит, что такое актуальность? Актуальность отвечает на вопрос, почему мы приступаем к разработке программы. Ну, наверное, многие скажут, так надо. Вот мы сейчас с вами присутствуем на семинаре, нам нужно будет разработать программу, потому что так надо. Так, значит, самое главное то, что актуальность обусловлена государственным заказом общества, в том числе на организацию познавательной деятельности детей в летний период. Так, есть государственный заказ общества, самого государства на обновление содержания образования и воспитания учащихся в летний период. Это вот самое главное. И во всех тех нормативно-правовых документах, которые я назвала, как раз будет об этом идти речь в той или иной форме. Когда идет обоснование актуальности, пожалуйста, не нужно писать целое эссе на тему, какое значение имеет летний отдых для детей, не нужно писать, какое значение имеют те или иные погодные климатические факторы для укрепления или здоровья детей. На чем же базируется актуальность? Актуальность базируется на анализе современных требований, предъявляемых модернизации летнего отдыха и оздоровления детей. Где эти современные требования к модернизации летнего отдыха, мы с вами узнаем. Об этом как раз вот и написано в различных документах федерального уровня, на уровне распоряжений и писем Министерства образования или Министерства просвещения. Актуальность базируется на анализе данных социальных проблем. Ну вот, например, вы планируете определить, по каким же направлениям вы будете реализовывать, строить свою программу. Ну вот, может быть, какие-то здесь вы определите социальные проблемы, характерные для своего микросоциума. Или, может быть, актуальность будет обусловлена повышенным интересом обучающихся к какой-то определенной проблеме или запросами родителей, законных представителей. Но чаще всего это касается тех программ, которые будут профильными. Далее, чем еще можно обосновать актуальность программы? Актуальность может быть обусловлена анализом педагогического опыта. Ну вот, например, когда, так вспомним, вот у вас речь идет об этапах разработки программы, аналитический этап, основной этап, организационный этап, основной этап и аналитический этап, который приходится на сентябрь-октябрь. Так, и вот, например, в ходе аналитического этапа вы определили какие-то успехи или неуспехи и закладываете эти моменты уже на следующий каникулярный летний период. Далее, актуальность может базироваться на потенциале образовательной организации. Ну, например, вот сейчас идет обновление материальной базы школ, и во многие школы поступило оборудование, например, центров образования «Точка роста», оборудование кванториумов, или рядом в районных центрах дополнительного образования появляется какое-то новое оборудование. И вот, учитывая эти особенности, потенциал образовательной организации, потенциал окружающего социума, да, вы определяете актуальность своей программы.
Ну и актуальность программы может базироваться на анализе научных исследований. И, например, вот вас заинтересовали какие-то научные выкладки, научные статьи, где изложены новые какие-то принципы или концептуальные положения организации летнего отдыха, дополнительного образования детей в летний период. Ну вот вы можете как раз доказать, что это как раз вот будет определять актуальность вашей программы. Новизна. Как раз вот актуальность, особенно если эта актуальность, она базируется на каких-то результатах вашего собственного педагогического анализа, если это, может быть, впервые будет реализована какая-то профильная программа, да, то тогда вот как раз вот это уже и будет определять новизну программы. Ну, не обязательно, что будет определена четко новизна, но самое главное, чтобы вы выделили какие-то новые элементы в данной программе. Или можно указать, что программа носит такой модифицированный характер, построена на основе апробации там какого-то опыта. Ну, программа может быть объективной. То есть действительно вы применяете, вводите какую-то инновацию, какое-то новшество. И вот эта вот объективность, она может быть корпоративной. То есть эта программа, она будет инновационной именно для вашей организации. Но программа летнего отдыха, она ведь у нас, я уже говорила, может состоять из отдельных программ в соответствии с направлением. И вот как раз если, например, педагог по своему направлению разработал какой-то модуль с элементами новизны, то тогда программа может быть объективна, может носить объективный такой субъективный характер, то есть новшество для одного педагога. Новизна может быть определена относительно направления деятельности. Ну вот, например, вы какой-то вид деятельности впервые реализуете, пожалуйста. Или другой вариант, что возможна интеграция нескольких направлений, и тогда в данном случае тогда программа, модуль будет выступать как такой интегрированный модуль. Так, или вот новизна может быть выражена в технологиях реализации направлений. Ну вот, например, если вы возьмете какое-либо техническое направление, так, или, естественно, научное направление, то в условиях цифровизации образовательной среды как раз вот эта вот технология обучения, она будет демонстрировать новизну реализации каких-то модулей. При характеристике новизны программы возможны некоторые словесные клише, которые отражают степень новизны. Вы можете сказать, что впервые отражено, конкретизировано что-то, дополнено, расширено или углублено содержание и так далее. Так, если какие у вас вопросы возникнут, вы потом уже будете меня спрашивать. Хорошо, договорились? И обычно спрашивают о том, будет ли все это выложено. Да, это будет выложено на сайте. Так, следующее. После новизны нужно написать будет не цель программы, а участников программы. Почему так нужно делать? Так, потому что именно от того, каков контингент отдыхающих детей, да, это уже будет определять цель программы. Так, итак, участники программы. Что это за категория детишек? Да? Сколько таких детей у вас будет отдыхать? То есть вот об этом мы с вами сейчас поговорим. То есть здесь необходимо указать характерные особенности воспитанников, которые будут принимать участие в этой вот лагерной смене. Значит, во-первых, нужно сказать, сколько будет отдыхать детей. Так? Затем все дети не организуются в группы. Или это отряды, или это семьи. Ну, например, если речь идет о детских домах, то там более так принято называть, что вот эта группа детей – семья.
сколько таких отрядов, сколько семей, по какому принципу будут объединяться дети в отряды. Принципов здесь может быть несколько. Или это будут разновозрастные отряды, так? Или это будут отряды, которые создаются только объединяют учащихся какого-то одного возраста. А может быть, это будут отряды, в которые объединяются дети разного возраста, но объединенные какой-то общей идеей. И, конечно же, в таком случае вот эта особенность, она будет накладывать свой отпечаток на организацию компетентностного отдыха детей. В данном разделе участники должны быть отражены особенности психологические, медико-педагогические, как правильно там сказать, господи, медицинские и психолого-педагогические особенности детей. Вот многие в своих программах пишут, что в летнем отдыхе участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Вот, значит, нужно обязательно указать, сколько таких детей, с какими ограничениями здоровья они у вас есть, потому что потом от этого уже будет зависеть, например, составление программ, коррекционно-развивающих программ. Если, например, у вас есть дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации, то тоже нужно будет указать какой-то индивидуальный образовательный маршрут для этого ребенка в последующем, или же указать тоже программу коррекционного развития. Перечислять фамилии здесь детей ни в коем случае нам не надо, и это все имеется у директора лагеря, у начальника смены или там у другого ответственного работника. В программе здесь не нужно писать никаких фамилий. Ну и, конечно же, мы не должны забыть детей, которые одаренные, которые проявляют глубокий познавательный интерес к каким-то научным областям. И в лагере для этого есть условия, для того, чтобы они расширяли и углубляли свои знания в какой-то определенной научной сфере. Ну вот, знаем участников программы, и теперь мы можем определить что? Цель программы. Цель программы – это мысленное предвосхищение результата педагогической деятельности. Это конкретный образ желаемого, ожидаемого результата. Вот давайте посмотрим, теперь проанализируем составленную цель, которая кочует из одной программы в другую, и многократно эта цель уже растиражирована. Значит, здесь выделена цель – это создание условий для активного отдыха в процессе различных видов деятельности. Другая цель – создание комплекса оптимальных условий, опять же, для развития учащихся. Итак, кто запомнил, что такое цель, наверное, сразу определяет ошибку, которая здесь отражена. Итак, мы с вами как говорим, цель – это представление желаемого образа, результата. И подразумеваем, что у нас это здоровые, окрепшие дети, так, которые чему-то научились, что-то узнали. Так. Но когда мы видим вот эту цель, то у нас образ желаемого – это не дети, это условия. Цель – создания условий для активного отдыха. Согласитесь, что здесь ребенка нет. Ну, ребенок на втором где-то месте. И в таком случае тогда образ желаемого – это условия какие? Это кадровые условия, да? Это высококвалифицированные педагоги, так? Это сетевые партнеры, при помощи которых реализуются программы. Создали такое условие? Создали. Цель достигли? Достигли. Другая группа условий – это материально-технические. Вот для того, чтобы у нас детки хорошо отдыхали, развивались, активно занимались спортом, нам нужно там, например, байдарки, мячи, еще что-то. Все, пожалуйста, купили, на этом успокоились. Ну и методические.
это различные, это программу разработали, это разработали конспекты мероприятий, все. На этом у нас программа закончилась. То есть вот обратите, пожалуйста, внимание, что вот такая цель, она не соответствует актуальности организации качественного отдыха детей в летний период, ну и вообще в любой период. Цель, ну, допустим, вот такая вот цель может быть. Организации проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и развитие других склонностей и способностей детей в период летних каникул или в любой другой период. Ну, примерно хотя бы так. Но и то здесь что у нас получается? Какая ошибка? Какая неточность? В том, что на первом месте стоит проведение мероприятий. Да? А должно стоять на первом месте что? Развитие склонностей и способностей детей в ходе проведения мероприятий по различной направленности. Так, понятно, да? Так, ну, под задачами что мы понимаем? Под задачами мы понимаем тот объем действий, то есть те действия, которые необходимо совершить для того, чтобы достичь поставленную цель. Что нужно сделать? Разработать, определить сетевых партнеров, исследовать динамику развития качеств личности воспитанников вот, в соответствии с какими-то направлениями реализации дополнительного образования в лагере. Развивать мотивацию, разработать индивидуальные образовательные маршруты для детей, каких с ограниченными возможностями здоровья или наоборот для способных детей в какой-то определенной научной сфере и так далее. Ну, то есть здесь вы пишете конкретно, что же вам нужно сделать для того, чтобы обеспечить развитие склонностей и способностей детей. Определили цель, все, задачи определили. Значит, следующее – это концептуальные основы программы. Это все еще, напоминаю, идет у нас пояснительная записка. Концептуальные основы, то есть какие положения, какие важные положения вы будете реализовывать, да, при разработке программы, а в соответствии и в ходе проведения летнего отдыха. Вот тут специально вот обратите внимание, что у нас концепция дополнительного образования, она постоянно развивается, да, и коль концепция дополнительного образования детей до 30-го года, она уже будет вот-вот принята, ну, считается, что к 1 апреля она будет подготовлена и вынесена на рассмотрение, то можно уже ориентироваться и на концепцию дополнительного образования детей до 2030 года, точно так же, как можно ориентироваться и на действующий и обновленный ВГОСы. Я знаю, что некоторые педагоги, они как-то игнорируют некоторые такие вот документы нормативно-правовые, концептуальные, но откуда мы возьмем именно вот те ценные указания, в каком же направлении строить нам программу или в каком направлении организовывать тот или иной вид деятельности? Конечно же, из таких вот концепций, которые и определяют направление развития сферы образования. В соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, так вот в программе должны быть отражены вот вариативность, совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей, развитие форм включения детей в различные виды деятельности. Вот это ничего не нужно характеризовать. Покажите, программа разработана с учетом вот этих положений, изложенных там-то. Но, конечно, не надо думать, что так вот взял, скопировал и все, на этом закончилось.
Конечно же, если вы пишете что-то, то оно должно обязательно последовательно раскрываться в дальнейших разделах программы. И, например, в прошлом году я прочитала, наверное, штук 20 программ, проанализировала на Республиканский экспертный совет. Но вот и даже были программы, по которым наши дети отдыхают где-то на южных морях, так, то не все там тоже гладко. То есть члены Республиканского экспертного совета, они смотрят очень глубоко все эти программы. И, конечно же, если что-то будет у вас написано, оно должно быть где-то там реализовано обязательно. Так, вот еще раз обращаю ваше внимание на то, что летний отдых детей, он как-то перестает пониматься нами, да? Просто как отдых, отдых от учебы, отдых это какое-то безделье. Но этот отдых превращается в досуговую деятельность, так? А досуг, он понимается как деятельность, направленная на саморазвитие и самовоспитание. И поэтому вот здесь вот как раз я и подчеркиваю, что в ходе летнего отдыха воспитанники должны осваивать новые знания, да, осваивать новые технологии, навыки организации, управления своей собственной деятельностью, то есть саморазвитием заниматься, самовоспитанием. Так. И также вот сейчас тоже говорят очень много о том, что дополнительному образованию сейчас придается очень большое значение с точки зрения профессиональной ориентации детей. И вот как раз вот цифровизация образовательного пространства, внедрение цифровых технологий через систему точек роста, оно как раз и направлено на то, чтобы вот именно чтобы ребенок овладел новыми видами знаний, новыми технологиями. Так. Принципы, которые определяют разработку программ и содержание деятельности, вот они изложены в письме, которое здесь у меня указано 2011 года, но его никто не отменял. Но если вы найдете информацию о том, что вот какой-то из законов или распоряжений, писем, там где-то вы нашли, что это уже отменено, так, то, пожалуйста, мне тоже пришлите такую информацию, потому что работать с нормативными документами очень сложно, и порой даже не успеешь оглянуться, а там что-то уже поменялось. Но вот эти вот принципы организации содержания деятельности, они, по-моему, не устареют никогда. Даже если мы посмотрим многообразие видов содержания деятельности, в летний период ребенок у нас может посещать сразу несколько кружков, несколько секций. Так, принцип свободы творчества, пожалуйста, создаются условия для того, чтобы ребенок создавал что-то новое. Да? Принцип социальной активности, ребенок попадает совершенно в другую среду, и здесь очень важно, что он берет на себя какие-то иные социальные роли, так он может быть раскрепощен в этой уже новой какой-то для себя среде, он общается с другими взрослыми, так, то есть происходит социализация этого ребенка. Ну и в лагере, в летнем лагере отдыха и оздоровления также сохраняется принцип самоуправления, и дети вовлекаются в организацию деятельности тоже в новой такой вот среде, которая отлична от образовательной среды. Также можно при характеристике программы указать, что вот, пожалуйста, деятельность учащихся организуется с учетом таких-то принципов, может быть, вы еще какие-то принципы сюда включите, но не путайте, пожалуйста, потому что принципов очень много, а подходов и классификации еще больше. Итак, мы с вами что характеризовали? Были бы мы с вами в другой программе, я бы обязательно спросила, да? А что мы с вами охарактеризовали? Мы с вами охарактеризовали целевой раздел и пояснительную записку. Так, теперь переходим к характеристике планируемых результатов.
Это все в целевом разделе, римская цифра 1. Планируемые результаты. Значит, планируемые результаты будут указываться вами 2 раза. Первый раз мы пишем общие планируемые результаты в обобщенной форме в паспорте программы, а затем уже планируемые результаты будут раскрываться подробно при разработке отдельной программы по какому-то направлению. Так. И образовательные результаты рассматриваются на уровне хорошо нам известных результатов, предметных, метапредметных и личностных. Воспитательные результаты. Так, давайте вспомним, что это значит за уровни воспитательных результатов. Первый уровень гласит о том, что ребенок приобретает социальные знания первичного понимания социальной реальности, приобретает социальные знания первичного понимания социальной реальности повседневной жизни. То есть что это такое? Ну, по сути дела, ребенок в ходе бесед еще раз для себя осознает, что такое хорошо, что такое плохо, будем так говорить. Ну, например, ребенок принял участие в какой-то беседе с выдающимся спортсменом, или ребенок прослушал рассказ о каких-то военных событиях. Ну, в данном случае ребенок приобретает вот эти вот знания о социальной нашей жизни, в историческом опыте, но он при этом пассивен. Ну, привели его, он послушал кино, попел песни, принял участие в беседе, причем беседа, порой даже это не беседа, а рассказ, да, потому что иногда дети просто прослушают и не задают никаких вопросов. Второй уровень воспитанности – это уже формирование ценностного отношения к социальной реальности, полученные школьниками через высказывание своего личного отношения к каким-то событиям. Ну, например, это участие в конкурсе плакатов, это участие в конкурсе рисунков, так, или еще какая-то, опять же, деятельность. Но нужно сказать, что, да, здесь уже ребенок высказывает через вот это творческие какие-то продукты свое отношение, свое видение по данной социальной проблеме. И третий уровень результатов – это опыт получения самостоятельного общественного действия. То есть, ну, например, сейчас очень это актуально, это, например, организация волонтерской деятельности. Вот все эти направления, они могут быть в той или иной степени отражены. Совершенно не обязательно, что все эти направления будут сразу характеризовать третий уровень. В итоге, это мы все еще в пояснительной записке находимся, да? Так, результаты могут быть представлены как результаты обучения, как результаты развития, как результаты воспитания. И здесь же очень кратко характеризуете те диагностические материалы, которые будут представлены. То есть, например, для определения результатов обучения вы используете такие-то рекомендации, в развитии то-то используете, для диагностики мотивации или еще каких-то качеств личности используете такие-то материалы. Или это будут тесты, или это будут опросники, или еще какие-то интересные формы. Так, но подробно все это будет представлено в приложении. Здесь только даем общую картину. Ну, по-моему, все у нас тут. Так. Какие ошибочные формулировки? То есть результат – это уже то, что мы достигли. Поэтому вот представляю вам здесь ошибочные формулировки. Я их так вот специально выделила красно-черным, чтобы как-то удобнее было их различать. Так, то есть результат – это то, что мы уже имеем.
Так? Поэтому организация занятости детей – это не результат. Укрепление здоровья – это тоже не результат. Приобретение новых знаний – не результат, согласитесь. Вы же все прекрасно себе представляете, что такое планируемые результаты – предметные, метапредметные, личностные. Так. Ну, вот все, что здесь написано, это ну никак не результат. Результаты, они выражаются или качественно, или количественно. Ну и некоторые разработчики программ даже в результаты пишут еще творческий рост педагога. Но это хорошо, творческий рост педагога, повышение его квалификационной категории, но это не задача программы летнего отдыха и оздоровления детей. Так, ну, по-моему, все. Все, да, вот все. Это у нас был какой раздел? Целевой раздел. Все, закончили целевой раздел. Вот посмотрите, он совершенно у нас изменился по сравнению с тем, что было раньше. Какой был целевой раздел до прошлого года. Сейчас содержание целевого раздела, оно кардинально изменилось. И когда будешь читать вот этот вот целевой раздел, то уже будет складываться впечатление о том, на какую категорию детей эта программа будет рассчитана, какие цели, задачи ставятся, на основе каких концептуальных положений эти задачи будут достигнуты, так, что будет в итоге. Ну вот, а теперь мы переходим к содержательному разделу. В соответствии с государственным стандартом организации предоставления услуг детям, так, данный содержательный раздел будет представлен несколькими подпрограммами, модулями, как хотите, так это и назовите. Так? И соответственно, в содержательном разделе будут содержаться самые разные подпрограммы, которые направлены на предоставление самых разных образовательных услуг, психологических, правовых услуг. Ну, когда речь идет о правовых услугах, то это чаще всего речь идет о родителях. Такой блок тоже возможен. Помощь родителям, психолого-правовая помощь родителям. Услуги по организации культурно-досуговой деятельности, по организации физической культуры и спорта, туристические и экскурсионные услуги. Так, но это нам предлагается на государственном уровне, так, а что, если мы переведем этот язык, такой вот канцелярский, в педагогический язык, да, так, то тогда в содержании программы вот эти модули могут быть представлены по самым разным направлениям. Обратите, пожалуйста, здесь 4 представлено варианта, по которому ваша организация, или это будет стационарный лагерь, или образовательная организация в летний период, вы будете работать. Значит, вы можете выбрать 4 направления, перед вами 4 направления, вы выбираете для себя только какое-то одно направление, потому что брать один блок взять, например, из системы дополнительного образования, да, а другой блок взять из, например, воспитательного компонента. Так нельзя. Нужно выбрать какое-то одно для себя направление, которое наиболее вам близко, которое соответствует вашему материально-технической оснащенности и образовательной организации, и социального окружения. В итоге у вас ваша программа она увеличится в объеме за счет того, что будут включены в эту программу отдельные модули дополнительного образования по тем направлениям, которые мы с вами указали. Это будет программа воспитания, это программа социализации обучающихся и программа коррекционной работы.
Вот еще раз обращаю ваше внимание на то, что один человек, директор ли, зауч ли, этого ничего один не сделает. Это работа всей образовательной организации, это работа всех педагогов, которые будут работать, ну, например, в стационарном лагере. Ну, например, мы возьмем такое вот направление, как физкультурно-спортивное направление, так, и вот по этому направлению может быть разработано несколько программ. Ну, например, программа по футболу, программа по баскетболу или программа по плаванию, программа по обучению там, катанию на байдарке и каноэ или еще что-то. То есть вот или, например, художественно-эстетическое направление, там тоже могут быть модули самые разные или блоки. Кто-то учится танцевать, какие-то национальные танцы, там вокальное пение, там игра на музыкальных инструментах. То есть, посмотрите, по каждому направлению может быть составлено несколько программ дополнительного образования по какому-то определенному виду деятельности. Так, какие могут быть компоненты, какие рекомендуется выделять компоненты в программе каждого модуля? Структурные компоненты, дополнительные, общеобразовательные, общеразвивающие программы такого-то модуля, такого-то блока. Ну, например, возьмем там, национальные танцы. Здесь прописывается, ну, все, что здесь нам уже понятно, цель, задачи, планируемые результаты, содержание программы. Не нужно здесь, простите за сленг, напрягаться особо. То есть это не та программа, которую нужно писать на 10-15 листов, как, например, вы составляете там программу курса внеурочной деятельности или программу дополнительного образования по какому-то направлению соответствующей организации доп. Образования. Здесь в самых таких вот, ну что ли, общих сжатых чертах, но все равно нужно показать, чему же дети научатся, реализуя содержание программы. Формы проведения, значит, 5-й пункт, смотрим формы проведения и темы. Ну, например, здесь мы указываем, или это будет там кружок, или это будет экскурсия, или это будет творческое выступление, или еще что-то. И вот именно этот пункт, 5-й, он будет у нас отражен во всем календаре сетки деятельности лагерной смены. То есть должно это вот сочетаться. Сетевое взаимодействие. Сейчас мы много говорим о том, что эффективно реализовать систему дополнительного образования можно через сетевое взаимодействие. То есть это совместная деятельность педагогов образовательной организации и каких-то предприятий, организаций или экономического сектора, или учреждений культуры и спорта. Значит, какой здесь недочет был? Да, пишут о том, что вот мы сотрудничаем там с библиотекой, мы сотрудничаем с музеем, мы сотрудничаем там с каким-то стадионом или еще с кем-то, но конкретно с кем и в чем это взаимодействие заключается? Ведь порой просто прописывается эта организация, с которой идет сетевое взаимодействие, и все. В чем эта деятельность заключается? Кто ответственный от организации сетевика? Кто помогает вам? Кто несет ответственность за дополнительное образование детей? Вот это вот нужно обязательно указать. И указываем разработчика вот этого модуля. Или здесь может быть 1 человек, 2 человека. Ну, например, если речь идет о пении, хоровое, сольное пение, танцы, то здесь, конечно, будет и хореограф, и музыкальный работник. Вот можно указать категории разработчики. И посмотрите, вот сколько у нас будет таких вот модулей, столько фамилий у вас может быть даже больше. И, конечно же, на титульный лист они все не войдут. Поэтому мы переносим авторов модулей куда? В паспорт программы.
Эта вот часть, она самая такая важная и интересная. Так, ну все, мы закончили второй раздел содержательный, и переходим к третьему разделу, организационному разделу. Это самый простой раздел. Так, никаких претензий к нему нет. Пишите, описывайте все это подробно. План реализации программы, этапы, значит, мы уже с вами говорили. Это организационный этап, основной этап, аналитический этап. И прописываете функционал, что же происходит в ходе этих этапов. Ну и далее система условий реализации программы. Тоже здесь никаких проблем у нас нет, вы все здесь пишете хорошо. Так, довольно-таки вот раздел, который вызывает разночтение, это третий раздел «Система контроля и оценивания результатов». Значит, здесь мы с вами говорили о том, что это у нас описывается, система контроля и оценивания результатов у нас описывается где? В разделе «Планируемые результаты», но довольно-таки кратко. Так? А здесь уже вы представляете более подробно характеристики как тех методик, которые вы используете для того, чтобы определить затем, что динамику успешности реализации программы. Здесь используете вы статистические данные, кто-то делает акцент на предоставлении методик, которые позволяют выявить какие-то статистические факты, а кто-то рассматривает общие характеристики, используя данные анкетирования, опросников, самооценки учащихся, используя данные оценки успешности реализации программы родителей через различные сайты. ВКонтакте, например, группа ВКонтакте родителей. Так. Если же во главу угла ставится система мероприятия по оздоровлению детей, так, то вот здесь вот вам предлагаются ссылки на оценку эффективности оздоровления детей и подростков в летний период. Так, итак, мы закончили с вами характеристику основных трех разделов, которые были объединены у меня таким красным, да, цветом. Основная часть программы – это целевой раздел, содержательный и организационный. Все. Так, теперь мы с вами переходим к характеристике списка литературы и интернет-ресурсов. Так, начинается с нормативных документов. Ну, литература основная и дополнительная, интернет-ресурсы. Так, ну, нужно сказать, что здесь все-таки необходимо оформлять данный список в соответствии с требованиями госстандарта к оформлению списка литературы. Ну, хотя, как написано, или сначала написана фамилия автора книги, а потом инициалы, или сначала инициалы, а потом фамилия автора. Ну, какая бы от этого разница, да? Все равно программа составлена, дети отдыхают. Но согласитесь, все-таки профессиональная компетентность педагога, она складывается из многих факторов, а умение оформлять грамотно список литературы в соответствии с государственным стандартом – это тоже очень важная штука. Если кто не знает, спросите, ну, например, там, или у директора, заучи, или в библиотеке, как правильно все это сделать. Если я начну это объяснять, у нас уйдет полчаса. Так. И приложение. Все, завершаем. Это последний у нас раздел. Приложение. Вот кто помнит свои программы, кто принимал участие в разработке программ, тот, наверное, помнит, что вот режим работы лагеря, глоссарий, план-сетка работы лагеря на смену, это все было в самом начале программы. Так? Теперь все это переносится в приложение. Так, глоссарий. Где-то глоссарий – это понятийный аппарат программы, это не словарь, а это именно, мы будем говорить, тот словарь, который позволяет нам понимать программу, никаких других лишних слов здесь нет.
Где-то это в самом начале приложения, где-то в конце мы найдем, но это не суть важно. Глоссарий нам необходим для того, чтобы однотипно понимать те рекомендации, которые мы с вами изучаем. Так, ну и затем дополнительно. Это методические рекомендации, сценарий мероприятий, тематика проектов и экскурсий. В общем, все, что делается в соответствии с модулем, оно должно обязательно присутствовать. Должно быть в электронной версии и должно быть и на бумажных носителях. Ну, например, представим себе, вот у нас директор лагеря или там заместитель лагеря по воспитательной работе, вот у него шкафчик, в этом шкафчике стоят папочки, папочка подписана, вот мероприятие по физкультурно-спортивной направленности, открываем, там программка, там методические рекомендации, все разложено по полочкам, все понятно. Ну, например, нам как объясняли, что вот все-таки происходит контроль ведения вот такой вот документации психолого-педагогической, да, методических рекомендаций. А вдруг там света нет где-то, а вдруг носитель электронный сломался, а вдруг там кого-то нет у него на флешке это все, а флешка слетела и так дальше. Вот, а у нас есть папочка, старинная, добрая папочка, где все есть на все случаи жизни. Так, новый компонент программы – это программы индивидуальных образовательных маршрутов. Они могут быть составлены для детей с какими-то определенными потребностями. Или коррекционно-развивающие индивидуальные маршруты, или индивидуальные маршруты, направленные на развитие обучающихся в какой-то для них любимой сфере деятельности. Ну, далее это оценочные материалы, диагностические карты и мониторинг образовательных результатов за, ну, например, за 2 года, за 3 года. То есть и в таком случае, вот когда это у вас есть такие вот данные мониторинга, да, то это очень хорошо, потому что это позволяет затем доказать актуальность исследований. То есть вы достигли какого-то уровня, да, вы знаете, на основе какого, используя какие средства, используя какие технологии вы этого добились, да? То есть вы для себя определяете, в каком же направлении, что можно развиваться дальше. Если следовать вот такой вот логике программы, то она позволяет любому педагогу, который работает в летний период с детьми, накопить для себя очень большой такой вот пласт методических рекомендаций. Он позволяет посмотреть на обучение детей совершенно другой точки зрения. Вот давайте, по-моему, сейчас у меня должна быть картинка, да, вот эта вот картинка, которая называется «Феномен дополнительного образования». Урочная деятельность в течение календарного года составляет где-то 250 или 260 дней. Да, урочная деятельность обязательная для всех по единой общеобразовательной программе. Внеурочная деятельность, которая может проходить в каникулярное время, так, в осенние, зимние, весенние каникулы, ну, частично затронет и летний период, да, она несколько больше. А вот дополнительное образование, которым дети охвачены, должны быть у нас охвачены, так, оно предполагает круглогодичное образование. Вот в этом-то и заключается его феномен. И сейчас вот говорят о том, что, по-моему, что к концу где-то 25-го года, по-моему, к 25-му году говорят о том, что у нас должно быть дополнительным образованием охвачено около 82% детей. Так? Ну, мол, 18% это те, кто, может быть, очень углубленно занимается внеурочной деятельностью или в каких-то других образовательных организациях. Да? Но вот дополнительное образование, оно становится своего рода ведущим таким видом, формой образования, которая дополняет обязательное общеобразовательное. По сути дела, дополнительное тоже становится обязательным. Так, ну вот таким вот образом летний отдых, он, еще раз повторяю, извините, что он такой превращается у нас
из просто такого отдыха нецеленаправленного превращается в целенаправленный отдых, который обеспечивает дополнительное развитие детей, дополнительное образование, так, создает дополнительные условия для социализации и профессиональной ориентации. В завершение хочу предложить вам следующее, чтобы вы записались на курсы повышения квалификации по данной программе, разработка программы организации летнего отдыха и оздоровления детей на базе образовательной организации. Данная программа прошла федеральную экспертизу на 3 уровнях и включена в федеральный реестр дополнительных профессиональных общеобразовательных программ. Если вас заинтересовала данная тема, то вы можете позвонить по телефонам, которые здесь указаны, Мусановой Светлане Семеновне, исполняющим обязанности руководителя Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, так, или же Новиковой, то бишь мне, для получения консультации. Программа реализуется в очно-заочной форме. Конечно, лучше было бы, чтобы приезжали сюда к нам и, имея уже свои какие-то наработки в области данной программы летнего отдыха детей, и мы бы здесь с вами их уже довели, что называется, до ума. Так, ну на этом я заканчиваю свою лекцию, можно сказать, академическую. Так, какие у вас возникли вопросы? Так, скиньте, пожалуйста, презентацию. Этим я заниматься не буду, скидывать по адресам. Так, презентация будет размещена на сайте. Так, еще что? Здравствуйте, ТТ, спасибо, спасибо. Так, полезно было или не полезно? Что-то новое узнали или не узнали? Напишите, пожалуйста, узнали что-то новое или нет. Спасибо, пожалуйста. Так, большое спасибо. Узнали что-то новое? Было полезно, хорошо. Было полезно, ладненько. Тогда все, до свидания, уважаемые мои коллеги. Жду вас на курсы, буду ждать с небольшим нетерпением. Так, замечательно узнали, спасибо большое. Хорошо, отпускаю вас всех, до свидания.